Только 5 оркестров России исполняют пятую симфонию Малера. Среди них теперь и Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского. Музыканты открывают новый сезон со взятия нового творческого рубежа. Первыми симфонию услышали пожилые люди и студенты. Для них сегодня оркестр дал дневной концерт в режиме открытой репетиции. 28 сентября состоится само открытие 48-го сезона. Билетов в кассах почти не осталось, а все вырученные от концерта средства будут перечислены в фонд пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Какие еще социальные проекты готовит оркестр и как планирует провести год культуры, узнала Полина Кострицкая. Пятая симфония Малера в репертуаре оркестра говорит о высочайшем мастерстве музыкантов. Произведение, которое называют жемчужиной мировой симфонической музыки, исполняется редко и в Казани не звучало давно. А для оркестра это очередная творческая планка. В России 5 оркестров сегодня, у которых эта симфония в репертуаре. И 3 года такой чудовищной работы, они вот дают постепенно такие результаты. Вот. Я про себя говорю, то ли еще будет, но мы очень динамично развиваемся. Пятая симфония Малера откроет 48-й сезон оркестра. Концерт состоится в Большом зале 28 сентября. А сегодня первыми симфонию услышали пожилые люди и студенты. Для них прошел бесплатный дневной концерт. Оркестр активно занимается просвещением публики. И сегодня для многих молодых людей Малер стал первым классическим композитором, услышанным вживую. Я, честно сказать, первый раз на таком мероприятии, но ощущение... Восторг просто. Особенно интересно смотреть за тем, как работает дирижер. Мне, конечно, очень понравилось, очень хорошо выступали, особенно дирижер так особенно выступал. Даже мы без образования музыкального вообще боялись даже... Вот я обычно кашляю, а здесь даже не раз. Понимаете, вот настолько впечатление большое. Симфонический оркестр Татарстана, безусловно, продолжит социальные и просветительские проекты и в год культуры, которым объявлен 2014. Исцеление музыкой для больных детей, уроки музыки с оркестром, музыкальная азбука от А до Я для школьников. Дирижер Александр Сладковский, член Совета по культуре при Совете Федерации России. В 2014-м особое внимание будут уделять поддержке новых имен, вопросам низких зарплат и сохранению культурного наследия. Это очень значимо, то, что мы сегодня обладаем в Татарстане такими ресурсами, и то, что мы всей республикой показываем, так сказать, определяем дорогу развития культуры в России. Оркестр Татарстана, уже ставший культурным брендом республики, прозвучит и на весь мир. В планах трансляция концертов в зале имени Сайдашева французским телеканалом Метса. Появится и 2 новых фестиваля. Творческое открытие с московскими музыкантами и Денис Мацуев и друзей. Он состоится уже 19-20 октября. Кроме того, исполнив все симфонии Бетховена, в новом сезоне оркестр представит все симфонии Чайковского. Полина Кострицкая, Александр Лобанов, столица.